То, что в горах аварцы нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Так, смотрите, вот нам что, я приветствую всех наших слушателей, а также наших гостей, те, кто присоединился сейчас и кто давно с нами. А вот мы были только что на одном бедуинском, ну, в смысле, как сказать, вот бедуинский или не бедуинский, но без разницы, какой-то канал, где про религии говорят, теологический, допустим, скажем, чтобы никому не было обидно. И там ваш покорный слуга просто зачитал 2 суры и аята, потому что там был один бедуин, чеченоговорящий бедуин, который там матом кроет всех, всем делает мухаблю. Мы ему говорим: слушай, дорогой мухабля, ну это значит по-арабски мубахаля. Это такое, значит, действие, когда ты всех членов семьи своих собираешь и с другой стороной друг другу проклятие посылаешь и вербальным видом. И мы ему говорим: слушай, вот ты всех разгоняешь, давайте вам зачитаем 2 аята из одной. Сура 30, аят 38. Сура 30, аят 50. Они говорят: ну не надо оскорблять потом ислам, говорит один администратор. Я говорю: слушай, дорогой друг, ваш покорный слуга не оскорбляет ислам. Я просто читаю суры и аяты. Почему вы думаете, что кто-то их оскорбляет? Я говорю: сама суть ислама – это оскорбление. Он говорит: ну это религия, потому что есть верующие. Я говорю: сама постановка вопроса уже неправильна. Как человек, который верит во что-то, сам если он ничего не читал, который верит сказкам каких-то имамов, но когда сам никогда это не читает и не хочет читать, он может быть религиозным человеком. Он просто наслушался сказок и заходит, а ему читают именно базовый документ, если так взять, саму суть ислама, это Коран. И когда читают вам суры, а я говорю: не оскорбляйте чувства верующих, с кем бы они ни были. Это сектанты. Я ему заявляю, говорю: слушайте, дорогой друг, я говорю, это секта. Сама она, по сути своей, ислам, это секта какого-то пророка, которого они выдумали сами себе, по имени Мухаммад, который конец 6-7 века, который только этим занимался, что удовлетворял свою промежность, кушал, ел, справлял свою нужду и насиловал чужих женщин, взял себе в жены 11 типа официальных, а неофициальных у него очень много было наложниц, маленьких детей безусых насиловал, маленьких девочек насиловал. И после этого, когда ты это все просто говоришь, вот как я сейчас вам говорю, это как есть, я же не от себя это сочиняю, это есть базовые документы, это хадисы, иснады, как они говорят, хасаны хадисы, сахихи хадисы, и они оскорбляются. Как может человек оскорбиться от того, что ему говорят правду? Если он сам это не читает, человек, который ему это читает, значит, он оскорбляет его чувства. Какие у него могут быть чувства, если он в секте? И потом он говорит: это религия. Это не религия. Религия – это что-то, это еще добро. Сура 9, аят 5. Рубите им голову. Ну как я всю жизнь должен рубить кому-то голову? Зачем мне, рядовому чеченцу, у которого нет никаких проблем ни с кем, кроме этой проклятой России, которая нам навязала этот ислам и которая нас убивает, резать кому-то голову? Взять этот Коран, чтобы какой-то мулла пришел, их не ФСБшный, или там с царской охранки, и он мне скажет: рубите им головы, крест-накрест, рубите им руки. И я должен всю свою жизнь посвятить, рубить головы кому-то, рубить руки и ноги крест-накрест. Ну это что за жизнь? Это что за религия? Это секта. Не то, что секта, это просто человеконенавистническая, фашистская, ксенофобская, расистская идеология одного человека, и это секта именно. Бедуинов, Бану Хашимов этих. Род курайшитов, и там в этом роду курайшитов это Бану Хашимы. Вот это вся секта бедуинская, которая жила там в пустынях, на отшибе от цивилизации,
друг друга женщин, верблюдов воровали, насиловали, потому что из-за того, что у них не было достаточно контакта с внешним миром, они потом женились на своих двоюродных сестрах, все какие-то ублюдки, инвалиды всякие. Видели их, вот это, как он, верховный муфтий Саудовской Аравии? Глаз налево, рот направо, такой, знаете, ублюдок полный. Потому что он рожден от близко родственных связей. Двоюродный брат на двоюродной сестре, двоюродная сестра на двоюродном брате, троюродные братья. И получается вот этот Ибн Баз, Ибн Баз, видите, какое лицо красивое такое, великолепно, прям излучает интеллект. И мы должны, свободные чеченцы, я про других не говорю, мне не интересно то, что там думают другие. Дагестанцы, кабардинцы, балкарцы, да мне плевать на этих мусульман. С большой, как говорится, с большого минарета. Это их проблема, но я буду всегда за свою нацию говорить. Я не хочу, чтобы мои чеченцы, моя нация были сектантами. Кто-то же должен говорить правду. Мы же эту говорили правду. Всю свою сознательную жизнь я говорю этим людям правду. Я говорю, ты не можешь верить во что-то, потому что ты услышал какие-то сказки. Бери эту книгу, эту святую, священную, мудрую и читай. Арабы же не отрекаются от этого, они же не отрицают. Любого имама арабского, любого ученого арабского, спроси, он тебе как есть это, потому что это их культура. У них это так и есть, это у них так и решаются вопросы. А мы же все-таки не арабы, мы же живем в горно-лесистой местности, тем более мы живем на северных склонах Большого Кавказского хребта. И у нас никогда не было контактов с арабами, ни с этими турками. Зачем нам их развратная, похотливая, человеконенавистническая идеология? Задайте себе вопрос. Задайте себе вопрос. К вам заходит какой-то арабский бедуин и говорит от имени величайших арабов, рода курайшитов, Бану Хашимов, я вам говорю, что наши законы правильные. И будет жениться на наших двоюродных сестрах, заставлять нас жить, выдавать за них, резать нам голову, решать наши вопросы межнациональные с их видением, рубить нам руки крест-накрест. Вообще, это что за наказание? Рубить руки, ноги людям, крест-накрест. Вообще, что это такое? Отрубите голову человеку. Это же призыв к ненависти. Они отправляют детей с 5, 6, 7 лет в эти медресе, по-чеченски это хижр. Этого ребенка ты сводишь с ума. Ты ему, если это прочитаешь, ребенок уже у него травма. У него психологическая травма. Как эту суру 9, аят 5 прочитать ребенку? Ты же его учишь арабскому языку. Они говорят, он хафиз. Хафиз на арабском, значит, тот, который знает наизусть Коран. Ему просто называешь суру и аят, и он читает, выдает как робот. И этому ребенку ты уже 9,5 в голову вложил. 9,5. 9,5. Этот ребенок, он уже больной, полностью на голову больной, он уже убийца будущий. Это террорист. Это термоядерный реактор, это сура 9, аят 5. Это все, там все, это конец, это мрак, все. Роду человеческому конец. Я не говорю даже о чеченцах. А чеченцам вообще уже конец пришел. Каждый второй чеченец, вот из-за этой их секты, хочет рубить головы, убивать людей, вообще ничего не слушает. Не открывается миру, боится этих людей вокруг себя. Накинули на этих женщин эти черные мешки, сами ходят с этими бородами. Зачем ты ходишь с этой бородой? Зачем ты должен быть похожим на кого-то? Возьми себе в эти идолы, Бон Джови возьми, Зизи Топ возьми. Вон Зизи Топ тоже ходит с бородой. Он такой же, как Музмамад. У них у двоих были бороды ниже пупка. Зачем тебе арабский бедуин с его бородой неотесанный, с 3 камешками ходить? Подтираться. Это же идиотизм. Смотрите, сура 9, аят 5, просто прочитаю вам, чтобы было ясно, о чем мы говорим. Ну просто читайте, сура 9, аят 5. Ну это же катастрофа, ну как так можно? Сура Трапеза, Аль-Маида. Сейчас, подождите, сура 9. Сейчас мы почитаем. Сура 9. Аят 5. Меня просто убивает это, то, что чеченцы верят в этот идиотизм. Я просто не представляю, как можно уже век высоких технологий не читать это. Читайте, берите это.
Badiyişiş, ha eti, da değişik. Saçım kıyıtam şey, sama bak ya, hudu tiş, damoni ali. Saçım oyleş, kort bak ya, modu ve kam herma derlerim. Ha bu okçuk hiç, bak şaş uyuyutsa ha. Sana çubuğu, sen say çubuğu, tabu seldu. Evet, bu sol, посыктан tu. А сама ешь ять. Только зажал, написано. Сура 9, аят 5. Кому интересно, пожалуйста. Закинем вам печатный формат. Но потом не говорите, что мы оскорбляем чувства каких-то верующих, каких-то мусульман, что мы наговариваем на эту религию. Вот, читайте, берите. Сура 9, аят 5, сура 9, аят 5, сура 9, аят 5. От Тауба, покаяние. От Тауба, покаяние. 5 аят из 129. Тут написано, когда же завершатся запретные месяцы, а у них был карнавал во время того, до еще исламской эпохи, там была ярмарка вокруг этой Каабы, там они ярмарку делали, к ним приезжали евреи, зороастрийцы, иранцы, ну все разные народности. Они им давали торговать. А потом, когда они уезжали оттуда со своим караваном, эти бедуины на них нападали и убивали, резали их. Представляете, человек приехал к ним торговать, а потом они дают им поторговать, там 2-3 месяца длилась эта ярмарка, а потом они на них нападали, когда они уезжали домой. Это что такое? Это в высшей степени мерзости и варварства. Подлость. Это то, что делает Россия. Каждый день Россия везде распространяет свою вот эту террористическую деятельность, дестабилизирует ситуацию по всему миру. Вот она живет по шариату, по Корану. Она здесь бомбит Украину, там бомбит Израиль, тут она покупает все шахеды у иранцев, потом шахедам ракеты баллистические дает, потом у китайцев что-то покупает, потом им нефть продает, и постоянно дестабилизирует, потом убивает их чеченцев глупых посредством ислама, отправляет на джихад в Украину. С другой стороны, ФСБ, что вот эти все Кутаевы, Мутаевы, их вам тут призывают к исламу, чтобы воевать против неверных. Вот это весь шариат. Смотрите, тут написано, когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников. Вот это само слово, сама постановка вопроса, убивайте. Ну как ты можешь быть таким кровожадным? Всю жизнь, это же книга до скончания рода человеческого, до скончания века. Постоянное слово убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаиваются и станут совершать намаз, и выплачивать закат, то отпустите их, ибо Аллах, прощающий милосердный. Но где тут какая-то связка с чеченцами? Чеченцы, когда к ним в гости приезжали, встречали их на дальних подступах к тому, чтобы они приехали. Провожали, то есть встречали его, до своего дома доводили, привечали его, гостеприимно за ним ухаживали, потом провожали его, чтобы до безопасного места, чтобы никто на него не напал. Что здесь общего у чеченцев и у арабов-бедуинов? Где вы видели, чтобы чеченцы устраивали какие-то засады кому-то, кто пришел к ним с добром, с миром, осаждал, убивал, рубил голову, насиловал этого человека, эту женщину, которая с ним, брал в плен их детей. Вашу мечаду, экал мечадушу, ваймат сандалю. Когда мы проснемся? Это же идиотизм. Вы что, вообще уже маразм, уже дальше некуда. Тут эти вообще тафсир даже не читают, тут вообще катастрофа. Тут, это начинаешь тафсиры читать, ты вообще с ума сходишь от этого. Ну просто катастрофа. Сейчас я вам прочитаю еще одну суру, где там написано рубить руки крест-накрест. Крест-накрест. Человека наказывают, и еще ему крест-накрест. Знаете, какая вот эта вот кровожадность, рубить руки крест-накрест, чтобы человек вообще на всю жизнь был инвалидом. На всю жизнь. Понимаете, вот как они? Безжалостные такие, безжалостные звери, вот эти бедуины. И потом приводить их в наш дом, в нашу цивилизацию. И говорить, что вот этот наш пророк. Ну как ты можешь сделать пророком? Перед своей дочерью тебе должно быть своим сыном. Педофила, который насиловал 9-летнюю девочку. Ну ладно, хотя бы он один раз ее изнасиловал. Так он же потом всех насиловал, этих маленьких детей. У них же сура 76 и 19. У них рай построен на этой педофилии. Все чужие мальчики, не пробитые. Смотрите, вот, сура 2, 191. Смотрите, сура 2, 191.
Сура 2, 191, Аль-Бакара, корова, 199 аят из 286. Читаем вам. Убивайте их многобожников, где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство, но не сражайтесь с ними у заповедной мечети, пока не стану сражаться с вами в день. Если же не стану сражаться с вами, то убивайте их, такого воздаяния неверующим. Ну, представляете, вся книга построена на промежности, как насиловать женщин, как пройти гулям, а потом убивайте, 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 убивайте. И после этого вы будете говорить, он один из величайших, один из лучших людей. И когда ты это читаешь, они тебе говорят, не оскорбляйте чувства верующих. Они же все-таки религиозные, потому что какая религия? Это секта. Это человеконенавистническая идеология, фашистская идеология. Убивать людей. Как ты можешь задеть чувства? Там нету чувств вообще. Как ты можешь кого-то задеть, если он верит, тебе возвел идолы педофила? Специально дать свой Бог. Мы вообще никого не оскорбляем. Мы никому ничего не навязываем. Мы просто читаем эти суры и все. Специально дать себя. Сейчас, если кто хочет добавить, я вам хочу прочитать, как они наказывают крест-накрест сейчас. Найдем эту суру. Если закинули в печатный формат, пожалуйста, идите читайте. Марш до следующий. И молчите, говорите. Можете защищать, кто хочет, защищайте. Мы же не говорим, не защищайте. Кто может это защищать, пожалуйста, постарайтесь защитить. Мы будем с вами дискутировать. Но обратно же говорим, мы не боремся с исламом. Мы не хотим что-то там запретить эту религию. Мы хотим, чтобы чеченцы проснулись. Вот все, что нас интересует, чтобы чеченцы проснулись и перестали эту бедуинскую, эту вот сектантскую идеологию распространять среди чеченской нации. Сейчас мы. Вот так. Кто хочет добавить? Пока еще скажу. Да, скажите, пожалуйста. На самом деле, я за тобой сейчас пришел с того канала, который где-то сейчас был. Вот. Я на тебя подписался, собственно, везде. Вот. Я искренне в положительном ключе надеюсь, что ты не в РФ. Потому что то, что делаешь, это правильно. Я считаю так. Я сам не чеченец, но выражаю уважение к чеченскому народу. Вот. В частности, к тем, кто настроен антиисламски. Вот я сам читаю на арабском языке свободно. Я читал все, что ты перечислил в оригинале. Арабский учу как язык, который нужно знать, чтобы знать, кто твой враг, прежде всего. Вот. Слова поддержки хотел просто выразить. Не более. Спасибо. Ну, понятно. Спасибо вам тоже за то, что пришли. Мы не ищем подписчиков, мы не стараемся как бы завоевать, как это сказать, быть лидером общественного мнения. Наша задача, мы работаем только для чеченцев, но нам приходится говорить на русском языке, потому что много чеченцев живут за пределами оккупированной Чеченской Республики и практически не владеют чеченским языком. К сожалению, те, кто растут за рубежом, вне пределов именно оккупированной Чеченской Республики, говорят на других языках. И хотим или того не хотим, вынуждены говорить на русском языке. Одновременно, подчеркиваю, у нас нет цели бороться с религией ислам или с Кораном. Нам это вообще идеология бедуинская, сектантская, неинтересна. Единственное, что нас интересует, чтобы наши чеченцы, особенно чеченоговорящие чеченцы, открыли глаза, проснулись, и эту бедуинскую сектантскую религию отправили на московские болота, в русское золотое кольцо, чтобы у них был там полный шариат русских, и в бедуинские пески туда к арабам. И чтобы чеченцы вернулись к своим истокам. Нас не интересуют ни дагестанские народности, ни территория Российской Федерации, так называемое террористическое образование, ни те нации, которые мусульмане, какие бы они ни были, там, страны Средней Азии, Ближнего Востока. Еще раз подчеркну, нас ислам сам по себе не интересует, мы с ним не боремся. Мы хотим, чтобы эту бедуинскую сектантскую идеологию, Россия, которую нам насильно навязала с конца 17 века, чтобы они забрали ее к себе обратно, и к арабам туда их отправили, чтобы они оставили нас, чеченцев, в покое. Вот все, что нас интересует. И завершаем.
Я вас тоже благодарю за то, что вы пришли. Пожалуйста, будете нашим гостем. Мы никого не отвергаем, относимся с уважением к любым вероисповеданиям, нациям, кто бы он ни был, этот человек. Во что бы он ни верил, главное, чтобы он не приходил и не навязывал нам свое видение. Это самое главное. Я вас благодарю за то, что вы к нам присоединились. А сейчас мы вам зачитаем эту суру и аят. Если это неправда, вы можете нам сказать. Потому что вы, как только что сказали, являетесь человеком, который может читать на арабском. Смотрите, сура 5, аят 33. И чтобы не было недоговорок, недомолвок, или, как говорится, что мы искажаем религию, ислам, Коран, суры, аяты, потому что Коран, там же и так и написано, что он никогда никем не может быть изменен. Никто не сможет изменить ни одну букву, ни одну запятую, ни одну точку там. Мы не стараемся ничего изменить, мы читаем просто как есть. Вы можете прочитать и сказать, изменено, не изменено, искажено, не искажено, глумимся мы над этим, не глумимся, смеемся мы, высмеем. Сура 5, аят 33, сура 5, аят 33, сура 5, аят 33, Аль-Маида Трапеза, 33 аят из 120. Тут на арабском написано. Ладно, не буду я плакать. Мы никогда не плачем, потому что мы плачем. Тут написано, по-русски написано. Воистину те, которые в печатном формате. Идите читайте одновременно со мной. Каждую букву можете читать со мной. Воистину те, да, вы молодец, вы просто гений, я вас обожаю. А воистину те, которые сражаются против Аллаха. А почему мы называем Аллах? Потому что у них лях по-чеченски это значит демон. Мы поэтому и говорим Аллах, потому что он Аллах, арабский, как это называется, артикль, аль, и мы добавляем чешское слово ля. Демон, бес, мракобес. Потому что для чеченцев он мракобес, один из 360 идолов, который самый большой черный из черного камня, которого выбрал себе этот Муз Махмад. Муз это по-чешски значит член. И мы не оскорбляем абсолютно, мы просто называем вещи своими именами. Это так и звучит на чешском языке, потому что у него только промежность в голове. Все, скобки закрываем. Итак, воистину те, которые сражаются против Аллаха и его посланника и стремятся сотворить на земле нечестие. Воздаяния должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены быть отсечены накрест руки и ноги. Или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире. А в последней жизни для них уготованы великие мучения. Тафсиры я даже уже и не читаю. Просто вот эта сама постановка, именно позиция, отсечены накрест руки. Это значит, если тебе отрубили левую руку, то тебе отрубят правую ногу. Вы представляете, как они из вас делают инвалидов? Только за то, что ты не хочешь верить в то, что тебя заставляют верить. А главное, не верить заставляет в то, что не является ничем святым. Какая-то сектантская, правдивая идеология какого-то бедуина, который зовут Муз Махмад, и все люди в мире теперь должны в это верить. Рабская идеология. Хорошо, ладно. Если кому интересно, пожалуйста, читайте. Я не буду углубляться, потому что все-таки мы во времени ограничены. Еще хотели добавить, да, смотрите, вот вы являетесь носителем арабского языка, это очень интересно, поэтому мы любим, когда к нам люди заходят, именно носители арабского языка. Нет, я русскоязычный, я просто учу. Да, кто-то на английском говорит, там, нам без разницы, мы любим общаться, мы всегда поддерживаем истину. У нас нет цели что-то искажать. Смотрите, вот если бы вы были бы человеком, который владел бы английским языком, тогда бы вы поняли бы еще одну вещь, что не все переводится на русский язык. Не все переводится на русский язык. Не все переводится на русский язык, потому что они боятся все переводить. Это вся эта ФСБшная клика, вот это вот, еще царских времен, царская охранка, все эти переводчики, все эти мулы, они все под контролем именно вот этой вот их центральной спецслужбы. И они это все как есть не переводят на самом деле. Вот в англоязычной версии, немецкоязычной версии, во франкоязычной версии все иногда правильно все переведено. Вот я хотел вам Сахих Аль-Бухари один прочитать про то, как можно вводить половой член в задний проход мальчика безусого, который является сыном той женщины, на которой вы, как они говорят в исламе, женаты. Сейчас я вам найду. Давайте послушаем. Давайте. Аль-Бухари это
5100 хадис. Сейчас я найду его. Хадис. Они там написано, это, они читают это как женитьба. Они говорят, что это типа женитьба. Сейчас я вам сейчас прочитаю, и мы все выведем Женитьба это это сюда. которая никях? Да, никях, да. Это свадебное что-то там такое. Сейчас по памяти я сейчас просто вынужден по памяти все это теперь заучить. Идиотизм этот весь арабский. Чтобы разбудить свою чеченскую нацию, которую русские вогнали в ислам. Насильно. Сейчас мы это все найдем. Я как русский не против, чтобы чеченцы освободились от ислама. Да, мы не имеем ничего против русских вообще абсолютно. Пускай они живут и в этой Чечне, и пускай они в России свои живут. Просто уважайте чужие границы, уважайте чужие страны. Мы же не говорим, чтобы русские стали там чеченцами. Мы просто говорим, мы чеченцы, мы были ими и останемся, мы живем на своей земле. Весь мир знает, что мы существуем. Понимаю. Де-факто мы есть, де-юре просто нас оккупировали. Мы же вот так претензии людям, одному человеку мы же не предъявляем. Это вопрос государственной важности. Так, смотрите, что это написано. Прошу прощения, я ищу сейчас, вот, нашел, но тут такое интересное я нашел. Сура 7, Аль-Араф, ограды, 81. Читать, дорогой друг, да. Но я просто не могу пройти мимо. Я сейчас буду искать то, что я как бы вам сказал. Это хадис, а тут сура. Сура, они же, самая главная эта книга в исламе, это же Коран. И поэтому вы, смотрите, дорогой друг, если вам интересно, читайте, смотрите. Сюда вывели жемчужный тал. Тут написано сура 7 Аль-Араф, ограды, 81 аят из 206. Сура 7, прошу прощения, Аль-Араф, ограды, 81 аят из 260. Сура 7 аят 85. Это мы специально повторяю, чтобы люди записывали, могли это читать. Мы уже вывели в печатный формат. Кто с нами на связи, может подтвердить. Вы подтверждаете, что мы вывели в печатный формат? Сура 7 Аль-Араф, ограды, 81 аят из 260. Так, тут на арабском написано. И перевод. В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Это сура и аят из Корана. До скончания рода человечества это будет вот так вот и оставаться актуальным. В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Воистину вы народ излишествующий. Да, они будут искать оправдание, говорить, что там какой-то там пророк был, что-то такое, третье. Но если тут так написано, это написано. Мы же не изменяем это. Правильно? Правильно. Читайте тафсири, кому интересно. Разбирайтесь в этом дерьме. Но мы не должны в этом. Мы должны просто знать, что это дерьмо. А разбираться и копошиться в этом дерьме, исламском, арабском, мы не обязаны. Мы не должны копошиться. Это вообще совсем другое мировоззрение, другая цивилизация. Так, сейчас мы найдем 5100. Хадис 5100. Сейчас. Хадисы. Как бы его найти сейчас? Смотрите. 6 секунд. Потому что арабоязычные версии тоже, то есть англоязычные версии тоже потом они скрывают ее. 5000. Это книга брака, которая... Да, книга брака, там написано на английском сейчас. Сейчас мы здесь вот как-то сохранили его как-то. Сейчас мы найдем. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен им Да, Аллах, ими обоими сказал. это об этом. Да. Сейчас мы найдем. Зачитаю. Если можете, читайте, пожалуйста, читайте, я вам подтвержу. Я пока поищу. Давайте читать. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, ими обоими сказал, когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили, не женишься ли ты на дочери Хамзы, он сказал, она ведь является дочерью моего молочного брата. Но это не то, сейчас. Вы можете Не то? прочитать, это тоже завершить, но это не то. Я сейчас вам вообще красиво зачитаю. А это можете раскрывать, если хотите, раскройте. Кому интересно, пускай вам зададут вопрос, вы можете продискутировать тоже. Не, ну как бы тут очевидно, что сам вопрос и возмущение, они очевидны. Но как бы сам факт наличия такого предложения женитьбы, немножко странно для, значит, великой арабской цивилизации, для носителей высших нравов и так далее. Ну что, как там успешно?
боже мой, тут... Я пока не могу, тут написано. Я просто нахожу все то, что тут накопилось. Тут написано, что для муджахидов, ну, это не написано на самом деле фетва. Гомосексуальный джихад. Фетва. Просто это всякий раз всплывает, когда забиваю это самое, в поиске. Гомосексуальный джихад. Фетва ваххабистского ученого Абу Зухейра Батуши. Смотрите, я тоже выведу это все-таки на основную страницу. Пожалуйста, идите читайте. Так, кстати, наш гость, он владеет арабским языком. Он будет подтверждать или опровергать, пожалуйста, читайте. Гомосексуальный, кстати, уже на линии, в ленте. Гомосексуальный джихад. Фетве ваххабистского ученого нет. Ваххабисты, это нету, там нету. Ваххабист, не ваххабист. У них одна книга, это Коран. Надо вот так относиться к этому. Это Коран, сунна пророка. Он салафит, это значит базовый исламист. Фетве салафистского ученого Абу Зухейра Батуши говорится, для муджахидов, воюющих в Сирии, они такие фетвы давали, при условии отсутствия доступа к женщинам, а также при других особых условиях военных действий, разрешается заключать брак никях друг с другом. А для чего они это делают? Чтобы задний проход друг друга обработать и туда взрывчатку закинуть, чтобы не сделали истишхад. А истишхад — это самобожество. На самом деле это самоубийство. Такие же японские камикадзе. Хотя потом они говорят, в исламе это запрещено. Вот такие вот интересные вещи. Так. Ага, так. Тут, подожди, ищу. Ага. Вот, нашли, дорогой друг. Кстати, для вас, для нашего мусульманина. Мусульманин, вы с нами? Ну, это так, иронично, я говорю, сарказм. Так что не принимайте на свой счет. Вы с нами? Если это про меня, то я... Да, Аль-Руси ва Аль-Джама мы будем назвать. Чтобы, Да, ну так, чтобы... Все, вы наш друг, все. Не обижайтесь, мы просто... Я вообще не обижаюсь. Да. Смотрите, читайте. Вы с нами, вы читаете, в печатной ленте видите это все? Да. Вот. Глава 24, страница 303, но это англоязычная версия, которую перевели. На русском этого вы не найдете. На русском это вы практически нигде не найдете. Глава, но это Сахих Аль-Бухари. Даже если вы забиваете в интернет Сахих Аль-Бухари, они доходят до 5105, и дальше там ничего не пишется у них. Перевод русский, все там, все, закончено. Тут написано, глава 24, что дозволено и что запрещено среди женщин. И сказал Всевышний, запретны вам вашей матери и вашей дочери. Там они ссылаются на аят, к его словам, всезнающий мудрый, Ан-Ниса 23-24. Это аяты. Ан-Нас сказал, и целомудренные женщины, Ан-Ниса 24 аят. Вам запрещены свободные замужние женщины, кроме тех, которыми овладели ваши десницы. Аниса 24 аят. Он не видит ничего плохого в том, чтобы мужчина увел рабыню своего раба. Он сказал, и не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют. Аль-Бакара, 221. Ибн Аббас сказал, запрещено все, что больше 4, например, мать, дочь и сестра. Ну, представляешь, это что за праздник, это что за азра? Если позволишь, извини, перебью, я в комменты могу к посту скинуть ссылку, где это на русском языке прочесть. Да, пожалуйста, скидывайте, да, если найдете по-русски, смотрите. 5105, Ахмад бин Ханбаль сказал, нам, Яхья бин Саид сказал нам, со слов Суфьяна, Хабиб сказал мне со слов Саида, как обычно у арабов, поэтому называют арабский телефон, все передают друг другу. Со слов Ибн Аббас 7, запрещены по кровному родству и 7 запрещены по браку. Затем он прочитал, вам запрещены ваши матери. Вы представляете, для чего они жевали там? Что даже матерей надо было им запрещать. Потому что они даже на мать, они же львы ислама, львы Аллаха. А лев может посягнуть на свою мать. У них такие законы в прайде. Эти арабы-бедуины наблюдали за животными и все это воспроизводили потом вживую. Аниса 23. Абдулла бин Джафар, смотрите, женился на дочери Али и жене Али. Вы представляете, что там творилось? Абдулла бин Джафар, это шведская семья, не то, что даже шведская, это все там, катастрофа. Абдулла бин Джафар женился на дочери Али и жене Али. Ибн Сирин сказал, в этом нет ничего плохого. Аль-Хасан когда-то возненавидел его, а потом сказал, в этом нет ничего, потом он сказал плохого. Аль-Хасан ибн Али свел вместе 2 двоюродных братьев за одну ночь. Это у них такие законы. Представляете, это аморальное все. Если вы впадаете в эту религию, у вас просто все моральные границы стираются. Нету никаких морально-нравственных принципов. Можешь принять запрос, чтобы я коммент смог написать? Да, пожалуйста, пишите комменты. Вам же не запрещать.
Не-не, у Да, меня купу типа надо, да? надо Всё. запрос. Да, все, А, все все, понятно, спасибо. да. Все, наши администраторы вас приняли, пожалуйста, пишите. Завершаем, подождите, зачитать. Э, Джабиру ибн... Так, Хасан ибн Али свел вместе двух двоюродных братьев за одну ночь, и Джабиру ибн Зейду это не понравилось. Из-за отчуждения, и в этом нет ничего запретного, как сказал Всевышний Аллах, и дозволено вам все, что сверх этого. Ан-Ниса, 24 аят. Сура Ан-Ниса, 24. И Крима сказал со слов Ибн Аббаса, если он, смотрите, совершит прелюбодеяние с сестрой своей жены, вы представляете, до чего они там докатились? И это у них нормально. Эти шейхи, улемы, муллы, эти имамы, муфти, они вот так сидят кривоглазые, криворотые, и говорят, и объясняют, им не стыдно. Сколько я с ними тут беседовал, я хотел просто понять, есть ли у них хоть какая-то мораль. Я им говорю, это же невозможно. Они говорят, нормально, бисмилля, афи, нормально. Я говорю, это же не нормально, мы же все-таки люди. Они говорят, не, афи, он что, пророк Мухаммад, они на арабском говорят, алхамдулилля, бисмилля. Я говорю, это же ненормально, мы же уже люди все-таки, какой век это, 7-6-7. Не, как у Чукчи в Яранге. Но у них тоже, у Чукчи все-таки это сделано для чего? Чтобы новая кровь поступала. Приходит какой-то неизвестный мужчина, ну там женщина, то есть, чтобы и то они друг на друга вот так вот детей не делали, чтобы не было вот такого кровосмешения. А это вообще безобразие здесь. Если он совершит прелюбодеяние с сестрой своей жены, смотрите, и Крима сказал со слов Ибн Аббаса, если он совершит прелюбодеяние с сестрой своей жены, то его жена не будет ему запрещена. Вообще нету никаких границ. Сообщается со слов Яхи Аль-Хинди, Аль-Шааби и Абу Джафара о том, что кто-то играет с мальчиком. Смотрите, у них, у арабов, если ты безусому мальчику вел, я просто должен вещи своими именами называть, я прошу прощения, если кто-то будет шокировать, половой член, задний проход маленькому мальчику, если он еще не достиг возраста, болеть, это не значит совершеннолетие, то это игра, это просто игра. Поэтому в мечетях они учат маленьких детей, эти муллы насилуют этих мальчиков. Они говорят, это же игра, они же безусые, у них нет бороды, это игра. Видите, я ввел ему половой член задний проход, это мне доставило удовольствие. Потом посмотрите, как они оправдываются. И они вам скажут, это же игра, это сунна пророка. В исламе это можно. Это ислам. Бисмилля. Аллах нам разрешил. И тут дальше ему написано. О том, что кто-то играет с мальчиком, сказал, если он поместит его в эту игру, то ему не следует жениться на его матери. Просто, если он... Ну, посмотрите, тут есть очень тонкое объяснение, тут просто перевод не такой точный. Если он ввел свой половой член в задний проход мальчика, безусловно, и он женат на его матери, но если он не достиг оргазма и не сделал семяизвержения его задний проход, это полная фетва, то ему его мать не запретна. Но если он ввел половой член в задний проход, полностью совершил семяизвержение и достиг оргазма, то он сделать должен снова новый никях с его матерью, потому что она ему уже становится харам, как бы, потому что он сделал то, что нельзя было. Но, смотрите, какие там последствия, какие там возможности они дают. Но если он ввел половой член, это ужас маленькому сыну этой женщины, на которой он женат, но этот сын не является его биологическим сыном, он с ним поигрался, как они говорят, и у него есть сомнения, он сомневается, сделал ли он семяизвержение, достиг ли он оргазма, у него сомнения, то его мать не является ему харамной, и он не обязан сделать с ней новый никях. Вот такие вот возможности у них, смотрите, вот такие вот наши, так называемые братья-арабы, лучшие из лучших, наилучшие. Ислам — религия возможностей, понимаешь? Пророка Мухаммада, наследник. И мы должны этим сектантам поклоняться и говорить, что он самый лучший человек, лучший из людей. Если мы будем делать то, что он делает, мы попадем в рай. А про рай мы не говорим, там же он тоже описан. Там еще это вообще отдельная история. Но мы сейчас до конца зачитаем это. То ему не следует же, о том, что кто-то играет с мальчиком, сказал, если он поместит его в эту игру, то ему не следует жениться на его матери. Этот Яхья не очень известен, его повествование не было принято. Сомнения у них есть. А Крима сказал со слов Ибн Аббаса, если он совершит с ней прелюбодеяние, то его жена не будет ему запрещена. Сообщается со слов Абу Насра, что Ибн Аббас запретил это. Известно, что Абу Наср не слышал этого от Ибн Аббаса. Передают, что слов Имрана ибн Хусейна, Джабира ибн Зейда, Аль-Хасана и некоторые из Ирака, это запрещено для него. Абу Хурайра знаменитый, который всегда был к заднице прикреплен этого музмала, даже если он ехал на осле, Абу Хурайра передавал.
когда-то пророк ехал на осле. Значит, он был сзади с ним на осле или на верблюде. Абу Хурейра знаменитый, там есть еще Анас знаменитый передатчик. Сказал. Абу Хурейра сказал. Заостряем ваше внимание. Это не запрещено, пока не привыкнет к нему. Это означает вступать в половую связь. Ибн Аль-Мусайяб, Орва, Аз-Зухри разрешили это. Аз-Зухри сказал, Али сказал, не запрещай этого. Это сообщение открытие. Понимаете, дело в том, что если кто-то что-то там сказал, что это нельзя, потом они найдут то, что это можно. Но главное, они это делают. Вот что это факт. Это как политика в России. Я, конечно, прошу прощения. Как вот мы пошли, убили людей, они называют это политика сделанного действия. Я не знаю, как сейчас точно, я уже забываю русский язык иногда. Что вот то, что мы сделали, это является нашим. То, что не наше, оно должно быть нашим. Но мы это уже захватили. Вот тут у арабов такая же идеология. Поэтому они друг другу подходят, русские арабы. У них вот это имперское мышление. У них нет ни стыда, ни совести, никаких моральных, нравственных границ. Они себе все разрешают. И даже если когда-то они себе чуть-чуть запрещают, потому что люди не принимают, потом они всегда делают так, чтобы это все было разрешено. Вот такая вот история. Все, я на этом, думаю, на сегодня хватит. Это был такой эфир быстрый, потому что там эти люди меня пригласили туда зайти, просто они меня сильно там начали раздражать, просто раздражать именно тем, что они говорят, что это какая-то религия. На самом деле это не религия, это секта. Кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь, распространяйте ссылки на все свободных площадках. Можете дискутировать, говорить. Главное, чтобы вы говорили правду. Желаем всем свободы и только свободы. Как говорится на чешском языке, марш аль, адгел, алдикне ошту, марш аль масу, далдя хабертлю, марш лохту, нохчом, адгел марш аль. То, что в горах аварцы нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже.